У нас сегодня в студии специальный гость программы, который находится на линии борьбы. Это глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Итак, Америка перебрасывает новейшие боевые самолеты на Ближний Восток. 2 эскадрильи F-35 прибыли на авиабазу в Объединенных Арабских Эмиратах для борьбы с терроризмом. Вот только с кем именно? В Вашингтоне в спонсорстве терроризма обвиняли и Россию, и Иран. Так кто на самом деле террорист? Центральное командование США или Стражи Исламской революции? Куда делась Аль-Каида? Как легализуется Талибан? И что будет с остатками ИГИЛ, запрещенной в России организации? Наконец, откуда все эти организации получают политическую и моральную материальную поддержку? Тема нашей программы сегодня – мировой терроризм и борьба с ним. Кто сражается, кто притворяется. Караулова далеко не первая и, уверен, не последняя. Одними из первых террористов на планете Земля были, конечно, народовольцы, которые не только взорвали царя-освободителя, но и убили сотни, тысячи людей, которые просто были официальными лицами в Российской империи. Террористами были многие эсеры. Когда Гершуни, глава эсерской террористической организации, приехал в Нью-Йорк, его несли на руках. К сожалению, и сейчас в Соединенных Штатах и странах союзных США часто террористов носят на руках и предоставляют политическое убежище тем, кого разыскивают специальные службы нашей страны, специальные службы Чечни. Соединенные Штаты стояли за созданием Аль-Каиды. Это был инструмент борьбы с советским присутствием в Афганистане. Это была спецоперация, которая была осуществлена американскими, саудовскими, французскими, пакистанскими спецслужбами против Советского Союза. ИГИЛ, если сказать образно, родился в тюрьме Абу-Грейб, где были представители Аль-Каиды и зачем-то разогнанной Соединенными Штатами армии Саддама Хусейна. Сейчас терроризм представляет, безусловно, угрозу для всех. И для России, и для Соединенных Штатов. И может быть полем, где интересы сталкиваются, и где Россия, Соединенные Штаты, Дмитрий, могли бы, безусловно, сотрудничать. Вячеслав, я согласен, что, в принципе, и Россия, и Соединенные Штаты могли бы сотрудничать в борьбе с терроризмом. И мне кажется, что такое сотрудничество в перспективе было бы очень важно. Хотя сегодня, конечно, такого сотрудничества мало. И одна проблема состоит в том, как определить, кто является террористом. Вот вы упомянули Аль-Каиду. И правильно сказали, с моей точки зрения, что Соединенные Штаты однозначно стояли у истоков этой организации. Однако, справедливости ради, конечно, когда Соединенные Штаты поддерживали Бен Ладена, они поддерживали его не в качестве международного террориста, а в качестве борца против советской оккупации Афганистана, такого ведущего иностранного муджахиддина. В свое время и Советский Союз поддерживал, допустим, Организацию освобождения Палестины, которая с точки зрения Израиля, с точки зрения Соединенных Штатов была террористической организацией, а с точки зрения Советского Союза боролась за свободу палестинцев и вообще арабского народа. И вот такие разногласия, они были давно, такие разногласия существуют сегодня. Но я исхожу из того, что опасность терроризма настолько фундаментальная, настолько глобальная, что при наличии здравого смысла и доброй воли вот эти разные интерпретации терроризма, что их можно контролировать и нужно пытаться преодолевать. Я думаю, что за этим подходом все-таки будущее. Я, конечно, не согласен с аналогией между Организацией освобождения Палестины и ИГИЛ. ИГИЛ все-таки атаковал Соединенные Штаты Америки, а с руководством Организации освобождения Палестины американские президенты вели переговоры. С нами Рамзан Ахматович Кадыров, глава Республики Чечня, который, конечно, больше многих других знает, что такое терроризм и как с ним надо бороться.
и, безусловно, демонстрирует в этом большие успехи. Рамзан Ахматович, в чем все-таки причины, истоки терроризма, в том числе на Северном Кавказе, и каково значение внешнего фактора в том, что происходило на протяжении последних десятилетий на Северном Кавказе? Добрый вечер, приветствуем всех. На самом деле, я тоже не согласен. Аль-Каида была создана для борьбы против Советского Союза, для развала Советского Союза. Она была террористической организацией, и остатки этих, так скажем, формирований дошли до Чеченской Республики, современном России. И то, что сегодня создано то же самое организация террористическая, как мы его называем, Иблисское государство, это тоже по подражам Америки. Если мы хотим закончить с терроризмом, то Запад должна принять решение и забрать своих, так скажем, работников спецслужб разных государств, как у нас они были из 51 страны, и они должны забрать своих людей и сказать, что мы заканчиваем войну. Все, что происходит в исламских странах, арабских государствах, за ним стоит Америка. И это не просто для того, чтобы там начать войну, это против нашего государства, нашего суверенного государства России. Почему выбрали Сирию? В Сирии спокойно жили, она была суверенное государство, со всеми взаимодействовала. Раз люди вышли, и Америка начала поддерживать тех людей, которые, они типа говорят, что они, чуть ли не там самые лучшие из лучших в мире. Они официально выступили против президента, против государства, они начали убивать, взрывать, и Америка их поддерживает. Если правду сказать, если мы хотим закончить борьбу, Америка не должна обманывать людей, в первую очередь американцев, и должна сказать европейским государствам, как, скажем, союзным или своим там, так скажем, регионам, что мы должны покончить с войной. И не придумывать всякие там политические игры против определенных государств, в частности нашего государства. Мы воевали против террористов, мы выиграли у них, и у нас их финансировало большинство западные европейские страны, а нам преподнесли то, что их финансируют арабские страны. На самом деле на базе Хаттаба, Сержин-Юрте было 800 человек, из них только 8-9 человек было чеченцев. Там были англичане, там были американцы, там были разные все национальности. И они совершенно владели русским языком. Откуда они взялись, знающие русский язык, знающие стратегию войны, карты России, откуда-то они взялись и собрались в Чеченской Республике. Это такой вопрос щепетильный. На это, я думаю, эксперты знают ответ. И я, как один из тех, кто воевал против этих шайтанов, я знаю, что это все придумано. Надо остановить и вслушаться на нашего государства и президента, который призывает всех к миру. Рамзан Ахметович, большое спасибо за вашу перспективу. Я очень уважаю вашу борьбу против терроризма и то, что вам лично и людям под вашим руководством удалось сделать в борьбе против терроризма в Чечне. Это ваша серьезная заслуга. Что касается вашей оценки американской роли, в чем-то я с вами согласен, в чем-то не до конца. Мне, естественно, глядя из Вашингтона, кажется, что ситуация несколько более сложная, с большим количеством противоречий и нюансов. Но я думаю, что за этими противоречиями и нюансами мы не должны забывать главное. А главное это то, что когда Соединенные Штаты и Россия спорят о том, что такое терроризм, и отказываются сотрудничать друг с другом по этому поводу, последствия могут быть самые трагичные. Вчера была важная годовщина, которую в Америке, к сожалению, мало обсуждали. Это годовщина 15 апреля, 6 лет с того момента, как был совершен террористический акт в Бостоне во время марафона,
когда 3 человека были убиты, больше 240 были ранены. И почему я хочу вас спросить об этой ситуации? Это потому, что люди, которые совершили этот акт, они были выходцами из Чечни. И российские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты об этих людях. Но из-за взаимного недоверия, из-за опасений в Вашингтоне, что Россия будет пытаться скомпрометировать настоящих политических эмигрантов, борцов за свободу, российские предостережения были проигнорированы, и вот братья Царнаевы совершили это страшное преступление. Вот не хотелось спросить вас, вот прошло несколько лет, что вы думаете вот о повторении, возможности повторения такой ситуации? Научились ли мы чему-то, и есть ли сегодня какие-то признаки более адекватного, более эффективного сотрудничества российских и американских спецслужб в борьбе с терроризмом? Или на самом деле ничего не изменилось? Ну, на самом деле Россия, всегда с протянутой рукой, просит Россию, Америку, взаимодействовать в борьбе против терроризма. Это Америка отказывается, Вот президент Трамп, ведет себя непонятно как, Он в Фейсбуке отменяет встречи с президентом, какие-то странные, смешные делает заявления, и абсолютно на серьезном уровне нет у нас взаимодействия. Это вина американской стороны. А то, что касается Царнаева, если они выходцы из Чеченской республики, то они воспитанники американского общества. Они там выросли, они граждане Америки. Они к нам никакого отношения не имеют. И таких терактов у нас в республике тысячами совершалось. И на это никто внимания не обращал. Наоборот, нас обвиняли в том, что мы ведем жесткую борьбу против терроризма и экстремизма. Если, я еще раз говорю, мы должны говорить правду. Все политологи, все ученые, журналисты, они кому-то служат и хотят кому-то угодить. И поэтому они никогда не говорят правду. Вот у меня какая проблема по жизни. Я попал под все санкции, не совершая ни одно преступление. И это единственное совершенное преступление, это я говорю правду, как есть. И Америке это не нравится. И поэтому они меня всячески стараются заткнуть. Меня только можно убить, перестать говорить правду, этого невозможно. Поэтому я обвиняю в мировом сообществе все, что происходит в террористическом направлении. За этим стоит западные европейские спецслужбы. Американский народ должен потребовать руководства своего государства, в конце концов одуматься и начать мирную, политические, взаимовыгодные отношения, в первую очередь, с Россией и остальными государствами. Рамзан Ахматович, вас действительно объявили участником всех, без исключения санкций, в отношении Российской Федерации, но в то же время огромное количество реальных преступников, которые совершали террористические преступления на территории Чечни, и не только там, и на Северном Кавказе, и на территории России, они пользуются политическим убежищем. На Западе, в Соединенных Штатах, в Великобритании удается вообще добиваться экстрадиции кого-то из террористов, которые реально доказанные террористы, совершившие преступления, убившие множество людей. Удается ли их экстрадировать и привлечь к ответственности? На самом деле, фамилия Закаева, я никогда не хочу называть его фамилией, человек, который финансировал большинство террористических актов, живет в Лондоне, созданы все комфортные условия, и как бы мы ни старались, как бы мы ни доказывали, совершенно ими преступление, его не выдают. И говорят против борьбы терроризма. Таких у нас Удугов и другие, многие командиры, которые похищали, которые убивали людей, находятся и в Польше находятся, и в Австрии находятся, и в Германии находятся. И они у нас
в федеральном розыске, они у нас, их знают в народе как убийц террористов, которые похищали людей. А эти государства демократические, как считающие себя там, которые самые законопослушные, которые хотят в мир, никак не хотят взаимодействовать с нашими спецслужбами, правоохранительными органами. И как бы мы ни говорили, они не хотят выдавать правосудие. Вот, и не только меня, даже моих лошадей, лошади попали под санкции, до того это смешно, до чего они дожили, я не понимаю. Они хотят закрыть свободу слова. Они говорят сами о свободе слова. Мои социальные сети закрыли, и не доказано том, о чем они меня, так скажем, обвиняют в преступлениях. Просто так нарушают права людей, права животных, все что угодно. Им даже не смешно, чем они занимаются. Поэтому мир должен сказать правду западным и европейским государствам. И если мы сегодня не объединимся, то терроризм – это такое зло, что быстро заражается. И если заразиться, то его только можно уничтожить. А его переубедить, это практически невозможно конкретно, так скажем, который заболел этой болезнью. Я под большим впечатлением, что вам удалось сделать в Чечне в борьбе с террористическим подпольем. И я понимаю, что вы применяли в этой борьбе достаточно решительные методы. Кому-то это нравилось, кому-то не нравилось, но, в общем-то, ваши методы оказались эффективными. Но вот я хотел бы спросить ваше мнение. Вот кроме того, что вы террористов уничтожали, каким образом вам все-таки удалось переломить ситуацию в Чечне? Были у вас какие-то другие методы, какие-то другие приемы, которые позволили вам убедить значительную часть, большую часть населения вашей республики повернуться против терроризма? Как вы сумели это сделать? На самом деле уничтожить это самое легкое. Мы с первых дней Ахмад Хаджи вел идеологическую борьбу против этого зла. Мы доказывали, что написано в Коране, в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, об этих же хавариджах, об этих террористах. Мы доказывали подрастающему поколению, что они абсолютно не связаны с религией, исламом. У них никогда не было цели строить государство. И независимость, о котором они говорили, они даже не понимали, что это такое. Сегодня у нас День мира, созидание труда. Сегодня 10 лет, как мы от республики отменили контртеррористические операции. И сегодня я со многими встречался и разговаривал с друзьями, с обществом. И они сегодня говорят то, что Ахмад Хаджи говорил в 99-м, 2000-м или во времена Ичкерии, мы не понимали. Сегодня мы понимаем, и сегодня мы с каждой, так скажем, хозяин семьи может объяснить своему ребенку, что такое терроризм, экстремизм. Кто они такие, что они из себя представляют, что пророк сказал про них, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто будет их убивать, кто умрет в бою с ним, попадет в рай. Поэтому в религии исламе нету поддержки и понимания их деятельности. Мы днем и ночью ведем идеологическую борьбу против этого зла в мечетях, в школах, университетах. У нас целый, так скажем, в интернете есть целая группа, которая сидит на их сайтах, доказывая, что они не правы, что у них ничего не связано, так скажем, с религией и исламом. Ну, действительно, поздравляю сегодня вас с этим большим праздником, с Днем Победы над терроризмом. Нельзя не обратить внимание еще на один большой аспект борьбы с террором. Я помню вот ту площадь, на фоне которой вы сейчас сидите, в тот момент, когда там шли военные действия, и это мне напоминало, конечно, картины разваленного Сталинграда.
И вот эта вот социально-экономическая политика, которая позволила действительно республике подняться и поднять жизненный уровень людей, значительно повлиять на идеологию, это ведь тоже важная часть борьбы с террором. Ведь люди не от хорошей жизни часто приобретают какие-то там террористические навыки, потому что от отчаяния, хотя, безусловно, идеологические факторы играют очень большую роль, вот именно значение создания каких-то условий для жизни, ведь это исключительно важно для того же Афганистана, где, мы помним, Советский Союз строил школы в большом количестве, сейчас Соединенные Штаты этим не очень занимаются. Вот роль именно решения социально-экономических задач в борьбе с террором. На самом деле, про то, что вы говорили, воспоминания своих там про площадь, эта площадь была, так скажем, вот в таком виде благодаря западным европейским спецслужбам. Разрушили не только город Грозный, вся республика. А сегодняшнюю вот картину, которую мы видим, это деятельность нашего президента Владимира Владимировича Путина и нашего первого президента Ахмада Хаджи Кадырова. Вот к чему призывает президент Путин, вот это факт, город Грозный, Чеченская республика. Это борьба против зла, это восстановление экономики, создавание самых лучших условий для населения. Конечно, параллельно мы, помимо борьбы против терроризма, строили и образование, строили и медицину, промышленность, развивали сельское хозяйство. Если у нас в 2007 году тогда я стал главой, у нас была в республике безработица 76%, а сегодня у нас 8% безработица, несмотря на то, что у нас прирост населения. Вот. И то, что федеральный центр вкладывал в республику средства, и то, что команда нашего первого президента Ахмада Хаджи Кадырова сделала все возможное и даже невозможно довести это до населения, восстановить республику, города, села. Это тоже дало определенные свои плоды. И я очень благодарен президенту страны и правительству, всем ветвям власти, которые участвовали в восстановлении нашей республики. Вот мы видели историю с Варварой Карауловой, и, естественно, возникает вопрос, как так получается, что девушки из приличных московских семей попадают в сети ИГИЛ к вербовщикам? Как работает такая технология? На самом деле у каждого в кармане есть телефон, и если зайти на сайт, есть в кармане идеология этого ваххабизма и экстремистов. Поэтому борьба, знаешь, в интернете, чтобы дети спокойно не могли так сказать, находить эти сайты и читать всякую чушь и ерунду, надо нам над этим работать. И то, что она попала в эти сети, это тоже наша вина, вина регионов, вина государства. Мы плохо работаем, мы даем возможность тем ихним соцсетям вести такую пропагандистскую работу, которая призывающая якобы религии, ислам призывает убивать христиан, неверующих, туда-сюда. Но это абсолютно в Коране такого не написано. В Коране не написано, что мусульманин должен убивать христианина. Наоборот, они толкование Корана переводят по-другому, по-своему, преподносят и людей ведут в заблуждение. Вот на Коране написано, если ты живешь в Российской Федерации, вот в данный момент Кадыров, если мне разрешают строить мечеть, молиться в этом государстве, я обязан защищать это государство и президента этого государства. И это правда. А если изменить толкование этих слов, да, там прямое есть написано, надо воевать, убивать написано. И есть при каких обстоятельствах. Поэтому они толкование Корана оставляют, читают прямые переводы и начинают
себя заблуждать и других ввести в заблуждение. Поэтому, ну, она одна из тех, которая пострадала, да, я сегодня, по-моему, прочитал, его помиловали или выпустили, да, досрочно, не знаю, да, дай Аллах, чтобы она была счастлива и радовала своих родных и близких. Действительно, сегодня суд принял решение о ее условно-досрочном освобождении. Сложнейшая борьба с ИГИЛ на всех уровнях, государственном, семейном. Как эту борьбу видят в Вашингтоне? Специальный гость оттуда. В следующей части программы «Большая игра» после рекламы.